Были еще другие серьезные игроки на политической арене. Вот, например, Ногайская Орда, которая была ближе, чем Крым, и также оказывала определенное воздействие. Крымские ханы вынуждены были союзничать с ногайцами для того, чтобы, с ногайскими татарами, для того, чтобы удерживать власть в Казани. Сафаг-Гирей во время своего второго восхождения на престол и третьего опирался на силы ногайских татар. И, кстати, женат он был на Сюмбике, которая была дочерью Мурзы, а потом Бия, известного могущественного ногайского правителя Юсуфа, который потом сыграет определенную роль в отношениях. Он, конечно, до последнего пытался защищать казанский юрт, но Москва также не дремала. Внутри Ногайской Орды были свои противоречия, которыми успешно пользовались в Москве. И когда, забегая вперед, скажу, когда Би-Юсуф объявил о всеобщей мобилизации для защиты Казани, всех ногайских войск, второй по значимости правитель Ногайской Орды, Мурза Исмаиль, предводитель правого крыла, то есть вся Орда делилась на правое и левое крыло, выступил против этого решения. Он был очень сильно связан с Москвой, в том числе и экономически тоже подарки получал оттуда постоянно. И Ногайская Орда оказалась в сложной ситуации, там началась смута. В конце концов, ногайцы не смогли оказать существенной помощи Казанскому ханству в последние годы борьбы за самостоятельность. В источниках можно встретить противоречивые суждения, но, конечно, русские источники больше говорят, или источники, прошедшие через русскую канцелярию, вот даже те же самые грамоты, которые дошли до нашего времени, они переведены на русский язык, они говорят в том числе и о том, что периодически возникали конфликты, периодически тот же самый Сафаг-Гирей притеснял казанцев, и они возмущены были этим. Есть определенные следы попытки реформировать казанскую социально-экономическую систему Сафаг-Гиреем, судя по всему, по турецкому, по османскому образцу, при которой отменялось наследственное владение на землю, и земля давалась только тем, кто служит реально государству. Это вызвало бурю негодований и отток аристократии. Но отток был прежде всего не в Москву, отток был прежде всего в Ногай. Это такое место, куда часто уходили аристократы из Казани. А вот уже из Ногай с помощью определенных жалованных грамот, с помощью документов, обращений, Москва потом пыталась принять эту аристократию у себя здесь. То есть Москва потом сохранились грамоты, например, которые были отправлены в Ногайскую Орду, где всем казанцам, ушедшим из Казани, всем казанским мурзам, бекам, уланам и другим аристократам давалась так называемая опасная грамота, то есть право безопасного проезда, и царь звал их на службу. Точнее, не царь еще, а великий князь московский. Такие документы существуют в архиве, они есть, частично опубликованы. Вот это говорит о политике. Отношение к крымцам — это вопрос, конечно, очень сложный, и не всегда, наверное, к власти было хорошее отношение, к любой власти, в том числе и к крымской. Но как чужаки они явно не воспринимались. Это были свои ханы. Гиреи, они родственники тех же самых Улу-Мухаммадовичей, из одной ветви эти ханы. И они здесь воспринимались как законные правители. Другое дело, что не всегда население было согласно с политикой. Вообще все эти конфликты, они
возникали из-за недовольства материальным положением, из-за недовольства какими-то решениями власти, да. То есть это главная причина. Как мы уже сказали, вот это могущество Казанского ханства, которое было на первых порах, пошатнулось в 80-е годы именно из-за внутренних конфликтов. И так было и дальше. Так произошло и с Ногайской Ордой, да, так произошло и с другими юртами. То есть вот внутренняя нестабильность политическая, постоянные конфликты, борьба за власть, они привели к тому, что более стабильная в политическом отношении московская политическая система установила власть на всей территории улуса Джучи. Ну и в этом смысле Москва, она как бы стала наследницей Золотой Орды. Но кульминационным этапом этой борьбы как раз была борьба за Казанское ханство. Потому что мы видим, что после падения Казани буквально за 5 лет присоединяется огромная территория, Астраханское ханство, сибирский юрт, сибирские князья в сепаратном порядке признают власть Москвы. Некоторые северокавказские территории, приуральские территории. То есть Москва стала хозяином большей части улуса Джучи за короткое время после взятия Казани. Насколько это значимый был центр, это действительно кульминационный этап в борьбе за ордынское наследство для Москвы. И те, кто признал нового правителя, я имею в виду Ивана IV, и платил ясак ему, они его называли Белым ханом. Народ его тоже признал, ну, отчасти. Хотя, конечно, не все было так однозначно. Войны шли, конфликты, восстания, то есть это постоянно было. Но те, кто признал, они так его и называли. То есть есть такое понятие «белый хан».